конечно же, передачу о событиях этой недели грех не начать со вспоминания о любимом празднике советского народа, Дне международной солидарности трудящихся 1 мая. Для людей старшего поколения это прежде всего праздничная демонстрация, заканчивающаяся, скажем так, народным днем. Нет, конечно, 1 мая и сегодня красный день календаря, но называется он теперь, если кто не помнит, День весны и труда. Наверное, это намек на нашу национальную особенность всю зиму лежать на печи, а весной вспоминать о работе. Мы уже рассказывали в одной из передач, что впервые первомайская демонстрация в наших краях состоялась в 1905 году. Но то была несанкционированная демонстрация полицейских. А когда официально первый раз отмечали 1 мая? Похоже, что это произошло в 1919 году. В этот день в Усть-Сысольске, согласно заранее составленной программе, все коммунисты и советские служащие должны были принять участие в 4 митингах: на Народной площади, у уездного военкомата, у горисполкома и в клубе «Звезда». С митинга на митинг следовало переходить организованно, с лозунгами и транспарантами. Кроме того, для детей в советской столовой был приготовлен горячий завтрак и устроен бесплатный спектакль. А 1 мая 1920 года в городе прошел субботник, в котором приняли участие более 800 человек. На берегу Сысолы они заложили общественный сад имени 1 мая. Но на 1 мая приходятся и другие события. Наверное, вполне уместно начать с сюжета о замечательной певице. Ну, какой же праздник без песни? 1 мая 1923 года родилась поистине народная певица Валентина Васильевна Есева, выдающаяся исполнительница коми народных песен. О Валентине Есевой рассказывает Анастасия Рожина. 80 лет назад в нашем городе, тогда он еще назывался Усть-Сысольск, родилась Валентина Есева. В тяжелые 30-е годы она пела в хоровом кружке Дома пионеров. Позднее стала солисткой, выступала в филармонии и ансамблях. 1957 год стал переломным в жизни певицы. Именно тогда она начинает гастролировать по нашей республике и стране. Через 10 лет после начала ее гастрольной деятельности, в 1967 году, 44-летняя Валентина Есева получает звание народной артистки Коми АССР. Огромный успех Валентине Есевой принесла песня «Коми Ань», «Коми женщина», на музыку Якова Перепелицы, стихи Геннадия Яшкова. Сердце Валентины Есевой остановилось 9 января 1990 года, на 67-м году жизни певицы. Но в народной памяти она осталась доброй, красивой Коми Ань. Хорошем человеке. 30 апреля исполнилось бы 60 лет искусствоведу Галине Анатольевне Самохваловой. О ней рассказывает Татьяна Рожина. Галина Самохвалова родилась в небольшом городке Никаус Ярославской области. После войны отца Галины, а он был паровозным машинистом, отправили на работу в город Никулин. Так судьба связала Галину Анатольевну с Коми-краем, а с 1988 года со столицей республики.
Ее школьные годы прошли в Днепре. В 1961 году Галина приехала в Вологду учиться в сельскохозяйственном институте. По словам Галины Анатольевны, у нее было детское представление о зоотехнике. Печальные глаза коров, рожки, телята. После окончания института Галина Самохвалова намеревалась учиться в аспирантуре. Но проработав чуть больше года по специальности зоотехника, поступила на работу в Вологодскую картинную галерею экскурсоводом. Через год она становится научным сотрудником галереи. За 8 лет работы в Вологодской картинной галерее она получила неоценимый опыт в понимании творчества художников. Галина Самохвалова не имела диплома искусствоведа. Она начинала учиться в Институте культуры в Ленинграде, а позднее окончила исторический факультет Стыкарского университета, но многие профессионалы всегда отмечали у нее некий природный искусствоведческий дар. К ее оценкам произведений искусства, будь это живопись, графика, скульптура, прикладное творчество, прислушивались и мастера, и сотрудники музеев. Она умела найти и поддержать молодые дарования, а также покритиковать именитых мэтров. На ее критику не обижались. Художники нашей республики считали ее своей. Она прекрасно знала каждого из них, была знакома не только с их творческими муками, но и житейскими проблемами, о которых сама знала не понаслышке. Труд искусствоведа никогда не был высокооплачиваемым. Быть может, еще и поэтому Самохвалова, работая сначала директором выставочного зала, а затем в Коме национальной гимназии, всегда писала статьи в газеты, готовила передачи на радио и телевидении. Но небольшие гонорары за этот труд не были для нее самоцелью. Она была неистовым популяризатором творчества художников Республики Коми. И в этом, конечно же, ее самая главная заслуга. Галина Анатольевна была непревзойденным организатором художественных выставок, интересным экскурсоводом, знатоком истории искусства, умным собеседником и просто добрым человеком. Ее сердце остановилось в ночь с 27 на 28 августа 2002 года после тяжелой болезни. И еще небольшой постскриптум к портрету Галины Самохваловой. Уже после ее смерти дочь и муж нашли в квартире самиздатовские сборники стихов «Поэт не указан». При известной любви Галины Анатольевны к поэзии никто не предполагал, что она сама пишет стихи. Но, возможно, найдутся специалисты, которые смогут определить автора этих поэтических сборников. А теперь понемногу о других событиях, приходящихся на конец апреля, начало мая. 30 апреля 1937 года в Сыктывкаре открылся новый магазин «Центральный универмаг», получивший название «Чайка». Это был первый универмаг в республике. Как сообщила газета «За Новый Север», внутреннее оформление магазина оборудовано по образцу столичных магазинов английского стиля. Вот это интересно, как. В его 7 отделах работали 22 продавщицы. В первые же часы работы одного из крупнейших магазинов республики продали товаров на 37 тысяч рублей. Вероятно, по случаю открытия завезли дефицит. Магазин находился на улице Коммунистической, в доме, где сейчас располагается отдел этнографии Национального музея. Между прочим, этот дом в конце 19 века и был построен для магазина торгового дома Дербеневых, который в то время был самым большим в Усть-Усольске универсальным магазином. Ну, хотя, конечно, так он не назывался. После революции чего только в нем не помещалось. И вот через 20 лет все вернулось на круги своя. 1 мая 1896 года в Усть-Усольске открылась первая в Коми края аптека. Ну, строго говоря, это не совсем точно. Аптека уже была, но находилась при городской больнице, для каковой и готовила лекарства. В конце 19-го, начале 20 веков на углу улиц Сухановская и Троицкая, нынешние Бабушкина и Ленина, вот в этом районе, где и сейчас находится одна из самых посещаемых аптек Сыктывкара, и стоит старое здание земской больницы, трудами земства возник целый больничный городок. Одно из зданий, двухэтажный деревянный дом,
принадлежавший Алексею Ефимовичу Суханову, гласному городской думы, впоследствии занимавшему и пост городского головы, было определено под аптеку. Штат аптеки составляли смотритель, главным смотрителем был Зильберг, и 3 провизора. Позднее штат расширился до 7 человек. Все они получали заработную плату из земских средств. Теперь единственная на весь Уссысольский уезд аптека снабжала лекарствами не только пациентов больницы, но и всех нуждающихся. Препараты для изготовления лекарств заказывались в Москве, а сами лекарства изготовлялись на месте. Вот с этой скромной земской аптеки, проработавшей на этом месте более 20 лет, и началось аптечное дело в нашей республике. 3 мая 1960 года день рождения Воркутинского межрайонного краеведческого музея. В этот день Воркутинский горисполком принял решение о его создании. Даже в Воркуте он не был первым. В 1945 году принял первых посетителей геологический музей. А сегодня Воркутинский краеведческий музей – один из 22 государственных муниципальных музеев. И все же Воркутинский в списке музеев республики по праву занимает первую строчку после государственных музеев. Он был первым районным краеведческим музеем. Воркутинскому музею давно уже тесно в нескольких небольших залах. За 40 с лишним лет в музее сложилась уникальная коллекция, рассказывающая о природе и истории края. На этом мы заканчиваем. Всего вам доброго.